Роберт Иванович, я бы хотела начать нашу беседу с вопроса о том, когда в последний раз контрольная палата представляла отчет парламенту. В принципе, это было недавно, когда парламент заслушал в сессионном формате наш отчет. А так мы непосредственно отчет представляли, данный отчет о проделанной работе за 2015 год представляли в 31 марта 2016 года. Вот это было первый такой задел в нашей работе. Как долго в парламенте находился ваш отчет? Какой-нибудь отзыв, отклик от парламента последовал? Какая-то реакция была? Материал находился, то есть в соответствии с законом мы его должны были, вот как недавно сказал, то есть должен был представлен к 1 апреля 2016 года, то есть за 2015 год проделанной работе мы его представили, уложились в сроки, и с этого момента, то есть материал находился в парламенте Республики Абхазия. За какой период осуществлялась проверка учреждений, различных структур? Какие именно структуры проверялись? Период проверки был в ряде случаев 12, в ряде случаев 13 и 14 годы и истекший период 15 года. То есть все зависит от непосредственно проводимого мероприятия. То есть и когда это мероприятие подверглось самой проверке. То есть я могу вот несколько примеров привести. То есть, вот, например, Государственную службу охраны мы проверяли за 13-14 годы. Министерство сельского хозяйства, значит, мы проверяли период проверки 12-13, 9 месяцев 2014 года. Министерство по чрезвычайным ситуациям проверяли за 2014 год, мероприятие проводилось. РУП «Абхазсельхоззаготовка» проводилась с момента его создания. Это было новое учреждение, оно было создано в конце 2014 года. Это мероприятие было за 2014 год, с момента его создания, и 7 месяцев 2015 года. Значит, Министерство экономики, мероприятия проводились за 2014 год, первый квартал 2015 года. Министерство образования, период проверки, то есть это 12-13-9 месяцев 2014 года. Управление капитального строительства также в таком формате. Министерство культуры 13-14 годы проводились мероприятия. Министерство по курортному туризму также 13-14 и истекший период 2015 года, то есть на момент приступления проверки. Если эта проверка была, допустим, начата в мае, то, конечно, брался период 2015 года с января по май. Если проверка начиналась там в октябре, то понятие истекшего периода это подразумевает, что вот именно до начала проверки брался весь период проверки, то есть именно по 2015 году. Что вы можете сказать о результатах проверки? Вот какая информация нарисовалась, какая картина? По результатам проверки, в соответствии с годовым отчетом, который мы представили, то есть все было саккумулировано. По видам нарушений сформированы цифры, и данная сумма составила нарушение 1,8 миллиона. Данные нарушения имели место, то есть в каком формате? То есть это нарушение бюджетного законодательства в сумме 22 миллиона 945 тысяч рублей, нарушение законодательства о налогах и сборах 84 миллиона 879 тысяч рублей, нарушение законодательства в бухгалтерском учете 119 миллионов 404 тысячи рублей, нарушение при распоряжении управления государственной собственностью 191 миллион 838 тысяч рублей, нецелевое использование бюджетных средств и внебюджетных средств 141 миллион 674 тысячи рублей, неэффективное использование бюджетных средств и внебюджетных средств 267 миллионов 320 тысяч рублей, нарушение таможенного законодательства 52 миллиона 079 тысяч рублей, нецелевое использование средств комплексного плана 6 миллионов 712 тысяч рублей, неэффективное использование средств комплексного плана 74 миллиона 936 тысяч рублей, иные нарушения 46 миллионов 402 тысячи рублей. То есть в общем формате они дают 1 миллиард 8 миллионов рублей. Данные цифры были озвучены на сессии парламента, когда вот рассматривался вопрос о деятельности контрольной палаты за 2015 год. Нарушение бюджетного законодательства, вот что имеется в виду? Нарушение бюджетного законодательства имеется в виду то, что
Это, вот, например, один из таких примеров, допустим, если в соответствии с бюджетным законодательством должен быть утвержден, значит, сметы, например, по внебюджетным средствам. В этой части, например, статья 89 Закона о бюджетном процессе устройства. Ее мы, к сожалению, сегодня порядка использования этих средств нету. А сегодня наше бюджетное учреждение, имеющее право заниматься, то есть иметь специальные счета, небюджетные счета, тратят эти деньги в отсутствии данного порядка и практически в отсутствии оснований. То есть в таком формате. Но я могу сказать, что, конечно, сегодня бюджетное законодательство поменялось. То есть раньше было одно, и в начале 2014 года было принято новое бюджетное законодательство, то есть шло реформирование бюджетного законодательства в этом формате. Возможно, это еще закон, конечно, находится, но мы в любом случае, видя эти нарушения, не фиксировать их мы не можем, дабы чтобы впоследствии данные нарушения не проводились и соответствующие структуры обратили на это внимание и принимали соответствующие меры по устранению данных нарушений, чтобы в дальнейшем эти нарушения не повторялись. То есть эти нарушения по большей части формального характера? Нет, они не несут формального характера, потому что все должно быть предусмотрено, утверждено, и только тогда можно тратить деньги. Это так же, как и бюджетные средства в любом случае. То есть бюджетные средства предусмотрены, для этого есть закон о бюджетном процессе устройства, для этого есть закон о республиканском бюджете принимается сейчас у нас двухуровневый бюджет, сейчас вообще принимаются местные бюджеты решением городских собраний и районных собраний принимается, и, соответственно, мы расходование средств должны производить в пределах законодательства и тех нормативных актов, которые существуют. И в таком формате, если имеют нарушения, они их фиксируют. Впоследствии отклонения именно от этих параметров, конечно, будут. Мы будем более жестко реагировать и будут даже фиксироваться как нецелевое использование средств. Пункт о нарушениях законодательства о налогах и сборах, да? Да, в процессе проведения таких контрольно-ревизионных мероприятий, непосредственно объектов контроля, мы выявляем такие факты, допустим, слабого администрирования налогового законодательства. То есть, видимо, не во всех случаях начисляются налоги, то есть не во всех случаях начисляются платежи в внебюджетные фонды. То есть вот эта сумма, вот именно это и касается НДС, касается подоходного налога, касается отчислений вовне, то есть начислений и отсутствие начислений и отсутствие, соответственно, перечислений во внебюджетные фонды. То есть это фонды пенсионного фонда, фонда инвалидов, фонда социального страхования, фонда медицинского страхования, то есть от которых тоже у них своя деятельность, у которых свои программы. И мы, соответственно, конечно, это фиксируем. Эти материалы, конечно, направляются впоследствии в налоговую службу, для того, чтобы они непосредственно по нашим материалам провели эти мероприятия. То есть еще раз посмотрели данные виды нарушений. Если уже с точки зрения профильного учреждения, то есть в нашей стране Министерство по налоговым сборам, они подтверждают, соответственно, принимать уже должны соответствующие меры. Контрольная палата выяснила многочисленные нарушения, как я понимаю, нецелевого использования бюджетных средств. Да? Скажите, пожалуйста, что означает нецелевое использование? Как это расценивается? Контрольная палата, конечно, это не последняя инстанция. Контрольная палата фиксирует по материалам проверки, исходя из того документа оборота, который представлен инспекторам в процессе самой проверки. То есть изучается бухгалтерский учет, изучается финансово-хозяйственная деятельность бюджетного учреждения, непосредственно самого бюджетополучателя. Это может быть не только бюджетное учреждение, может быть коммерческая организация, которая получает бюджетные средства. И, соответственно, для нас главное, чтобы любой расход был подтвержден документами. То есть независимо, и даже если денежные средства, бюджетные средства направлены в соответствии с целевым назначением, но для нас этого недостаточно. Каждый расход средств должен быть подтвержден документами, достаточными оправдательными документами. Если
инспектора не видят достаточных оправдательных документов о расходовании этих средств, данный факт фиксируется как нецелевое использование средств, потому что, по сути, мы не можем подтвердить, что именно на эти цели потратили деньги. Сегодня законодательство в данном формате понятийный аппарат, даже и который есть сегодня, даже в новом законодательстве в бюджетном процессе, он недостаточно раскрывает понятие нецелевого использования средств. Если в данном контексте оно раскрыто, как если денежные средства не направлены на те цели, которые были предусмотрены изначально, их назначение, направление, то это как бы, я считаю, что это не полная формулировка, то есть данного понятия. То есть в любом случае, даже если не направлены, то если нет подтверждающих документов о расходовании этих средств, то это и есть, то есть мы не можем констатировать, что эти деньги потрачены именно на эти цели. Для этого и существует учет, бухгалтерский учет, который каждая операция в учете должна быть подтверждена соответствующими оправдательными документами. Если это касается, допустим, расходов, связанных с горюче-смазочными материалами, то, соответственно, должны быть соответствующие оправдательные документы о расходовании этих горюче-смазочных материалов. Если это связано с какими-то перевозками, допустим, да, соответственно, они должны быть сопровождаться, то есть автотранспортное средство, которое перевозит данный груз по чему-то заказу, там, соответственно, они должны подтверждаться сопроводительной документацией, путевым листом, товаротранспортно-накладной. Мы должны видеть пункт погрузки, пункт разгрузки. Если такой информации нету, соответственно, конечно, это как бы один из примеров. То есть, вот, конечно, мы не можем подтвердить, что эти расходы были произведены. То есть отсутствие там бухгалтерской отчетности, отсутствие там сопроводительных документов. Она порождает это вообще обычное дело на наших предприятиях, в наших структурах? Ну, я сейчас не могу сказать, что это делается повально. Конечно, есть у нас учреждение. Конечно, он как бы по сути существует, этот учет, но недостаточно для того, чтобы можно было сказать, что мы можем подтвердить именно эти расходы. Данные факты даже обсуждались, и даже и в этом году обсуждались эти факты были. В прошлом году материалы обсуждались в этом формате. К сожалению, да, это у нас имеет место сегодня, и законодательство в этой части слабо, и те административные наказания, которые сегодня существуют, они недостаточны. То есть людям проще заплатить эти штрафы, чем составить тот же самый баланс. 1800 рублей за непредоставление баланса. Это никого не удивит, мне кажется. В этом формате надо пересматривать законодательство, наше законодательство обязательно. И, возможно, конечно, и уголовная ответственность тоже. В каких-то случаях именно нарушение бухгалтерского учета. И это тоже надо предусматривать в части налогового законодательства. То есть наша главная задача все-таки заключалась в том, чтобы поднять сегодня эти вопросы, сделать аудит. По сути, финансово-хозяйственной деятельности бюджетных наших учреждений, то есть поднять эти все вопросы на плоскость, озадачить нас, озадачить наше общество, озадачить наши органы госвласти и те, которые имеют право законодательной инициативы. Я думаю, мы должны подхватить эту информацию и, соответственно, делать из этого выводы. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили о нарушении бюджетного законодательства, там, нецелевом использовании. Вы не могли бы назвать конкретные предприятия, конкретные структуры? Практически 80% из тех объектов, которые мы провели. Тут даже можно не называть, то есть практически не ошибешься. То есть если в какой-то организации нет нарушения, допустим, бюджетного законодательства, там есть нарушение закона о бухгалтерском учете. Но практически во всех организациях эти нарушения фиксируются. Скажите, пожалуйста, как вы взаимодействуете с Генпрокуратурой? По тем нарушениям, в основном, конечно, это характер нецелевого использования средств. Мы направляем в Генеральную прокуратуру эти материалы. Даже бывают такие случаи, даже не дожидаясь отчета, материал, сам акт направляется, то есть уже не дожидаясь выводов коллегии, то есть если сам формат акта уже несет в данном формате нарушение, которое требует направления в Генеральную прокуратуру, мы автоматически его стараемся туда направлять. Понесли ли какую-либо ответственность люди
о которых вот был ваш отчет, направленные акты? Конечно, не по всем материалам были возбуждены уголовные дела. Вы могли бы конкретизировать, какие именно дела? Ну вот, например, незаконное взимание госкомпанией Пснергылова 2% от объема выполненных работ в период 12-13-9 месяцев 2014 года. Значит, 21 марта 2016 года нам было отказано. То есть этим, конечно, мы направляли в Генеральную прокуратуру в 2015 году, но отказ получили 21 марта 2016 года в возбуждении уголовного дела в связи с неустановлением наличия события преступления. Данное постановление было отменено, но в связи с нашей жалобой по этому факту, значит, в настоящее время материал находится в производстве следователя. То есть мы как бы опять заново возбудили, получается. Вот один из таких примеров. Есть такие факты, но есть материалы, по которым не отказано. Например, вот, ранее тоже я давал интервью и говорил, вот могу еще раз повторить, значит, обязательства по договору не выполнены по настоящее время за филиалом ООО «Объединенная строительная корпорация», числится задолженность в сумме 4 миллиона. Эти денежные средства еще были выданы в 2011 году. Это по, если не ошибаюсь, по проектно-сметной, кажется, документации именно по республиканскому стадиону. Договор есть, денежные ресурсы были направлены, но ни денег, ни отчета, ни акта выполненных работ. И мы даже не смогли попасть, как бы, даже мероприятие в этой части провести. Возбуждено уголовное дело, директор Савойский объявлен в розыск. То есть вот именно по нашим материалам. И есть и другие материалы по Абхазсельхоззаготовке. То есть тогда я помню, по Абхазсельхоззаготовке был запрос Министерства сельского хозяйства по проведению. Там был выделен кредит 9 миллионов 800 тысяч на заготовку цитрусовых. Вот им тогда еще и плодовощехранилище им передали, которое было построено за счет средств финансовой помощи Российской Федерации. Вот мы провели это мероприятие в этой части. Кстати, это мероприятие было совместное с ОБЭП, Министерства внутренних дел, сотрудник оперуполномоченный Министерства внутренних дел. Вместе совместно провели, под эгидой контрольной палаты проходило, конечно, это мероприятие. Программу мероприятия мы составляли, отчет о проведенных результатах мы составляли. И по отчетам, по результатам этой проверки материал был направлен. За какой период была проверка? Там был период конец 2014 года и 7 месяцев 2015 года. По чернореческому форельному хозяйству, то есть это по формате проверки Министерства сельского хозяйства. Период проверки 12-13-9 месяцев 2014 года. Это мероприятие было в части, именно направили в Генеральную прокуратуру в части расходных средств, выделенных на строительство, то есть 4-го участка, то есть карпового хозяйства, форельного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия. То есть там они должны были запустить 10 прудов, провести все соответствующие мероприятия, строительные, ограждения, световое, то есть и перед этим провести соответствующую очистку, вывоз грунта, то есть и по этим фактам, по тем документам, которые нам предоставлялись, ввиду отсутствия достаточно подтверждающих документов, были выявлены нарушения, которые контрольная палата зафиксировала как нецелевое, то есть увеличенные по нашим материалам, значится, что были увеличены объемы, и, соответственно, были материалы переданы в Генеральную прокуратуру. По этому факту проводится следственное мероприятие. Что касается, я был недавно там, свет до сих пор не доделан. Из 10 прудов 2 пруда не можно запустить. То есть это уже со слов непосредственно руководства форельного хозяйства. Потому что вода не держится, вода уходит. Ну, скорее всего, это какие-то были неграмотно сформированные строительные решения. Но из тех, которые даже не были возбуждены уголовные дела, которые мы направляли, мы уже начали в этом году ввели уже практику, потому что мы ввели практику, обжаловали 3 решения
Генеральной прокуратуры направили 3 жалобы, из которых 2 жалобы были приняты и заново были возбуждены уголовные дела. Ну, 3-ю жалобу они отклонили, в соответствии с законодательством они не посчитали достаточным основанием для возбуждения, то есть, дела. Мы представили 6 материалов. Насколько я знаю, даже уже готовится к суду материалы по сельхоззаготовке. Как вы считаете, почему Генпрокуратура не по всем делам открыла уголовные дела? Почему она где-то вам отказала? Я думаю, что это, возможно, это слабость нашего законодательства, то есть не все в части финансового, то есть всех финансовых нарушений, не все отражает наше законодательство. То есть только с этой точки зрения я так думаю. Вот, есть наверняка какие-то определенные сложности в части законодательства, только с этой точки зрения я подхожу, я так думаю. Хотя мы в своих фактах, конечно, уверены, это все то, что представляют инспектора, фиксируют в актах проверок, это, для нас это незыблемо. Понятно, что орган новый, нам практически 3 года, мы закладываем фундамент, нам, наверное, меньше всех лет, если сравнивать с другими организациями. Хотелось бы, чтобы наши материалы, то есть наши выводы в полном объеме отрабатывались, то есть наши представления, которые мы направляем, тоже в полном отрабатывались, потому что это мы не делаем только для себя, это мы делаем для всех участников бюджетного процесса и для всех участников строительства нашего государства. То есть есть организации, которые неплохо отработали наши представления, то есть то же самое Министерство экономики, то же самое, допустим, Министерство по курортам и туризму. Вот. Ну, хотелось бы, чтобы все подхватывали, не затягивали. Понятно, что вопросы, которые мы поднимаем, в какой-то мере, может быть, в одночасье решить невозможно, но мы должны видеть, что над этими вопросами работает, то есть мы должны получать ответы своевременно, что, по крайней мере, не принимаются к сведению, что над ними работают, но со своей стороны контрольная палата будет контролировать в любом случае все эти представления, то есть насколько они отрабатываются, мы не будем, то есть представление будет сниматься только в одном случае, если данное представление отработано, то есть до последнего пункта. Изначально из уст президента неоднократно мы слушали поддержку в свой адрес, даже в последнем обращении, то есть встрече с общественностью, было сказано, что некоторые сегодня забывают, что мы существуем вообще, возможно, как таковое, в таком формате. Ну, я думаю, что парламент и непосредственно президент делают все для того, чтобы нам содействовать в этом вопросе. То есть мы здесь никаких ограничений не имеем. То есть в этом формате мы чувствуем только поддержку. Мы неоднократно встречались, были встречи с президентом, где всегда президент говорил о важности для него именно объективной информации. То есть я думаю, что эту задачу мы стараемся выполнять в большей мере. И более того, мы свою информацию выкладываем на сайте. То есть отдаем ее, она публична, по сути. Из проведенных мероприятий 8 отчетов, где четко указаны периоды проверок, где четко указаны сами нарушения, выводы контрольной палаты, предложения контрольной палаты в каждом отдельном случае. То есть из практически 80% материалов, которые были приняты в 2015 году на коллегии в формате именно контрольно-ревизионного мероприятия, они висят на сайте. Есть соответствующие моменты, если мы касались секретных материалов, то, конечно, они не могут быть выданы именно в публичном формате, но это не говорит о том, что мы эти материалы содержим. То есть эти материалы направляются в парламент, и, соответственно, если они идут под грифом, они могут рассматриваться только под этим грифом, то есть на закрытом заседании тоже парламента, если есть такая необходимость рассмотрения этого отчета, информируется, конечно, в информационном формате президента нашей страны и в ряде случаев и премьер-министра. Конечно же. Вот в интервью прозвучала цифра 1,8 миллиарда, да?
Вот я хотела, чтобы вы уточнили, это не касается определенного года, так я понимаю? Нет, конечно, это за проделанную работу в 2015 году. Я вот в начале интервью говорил, что это периоды касались, то есть в отдельном случае. То есть если это Министерство сельского хозяйства период затрагивал, то есть 12, 13 и 9 месяцев 2014 года. То есть вот это саккумулировано. То есть, но в самом материале, конечно, в отчете прослеживается. То есть ответственные лица. То есть за весь период могли меняться ответственные лица. То есть и эти ответственные лица, если они менялись, они обязательно указываются в актах и в самом отчете. То есть понятно, то есть мы делаем, конечно, градацию этих нарушений в 2014 году, допустим, в 2013 году, в 2012 году. То есть они прослеживаются в самом отчете, там обязательно указывается, то есть в каком периоде было нарушение. Вот такой формат. Есть проверки, которые были проведены, допустим, за 2013-2014 год. По некоторым, например, Министерство экономики было проведено там 2014 и первый квартал 2015 года. То есть, ну, конечно, там указывается период. И они саккумулировали в эту сумму. Просто как, вот, мне кажется, такой резонанс был из-за того, что все поняли, что это вот буквально за один год вот 1,8 миллиарда. Нет, это именно за определенные периоды. И это только по тем проверкам, которые мы проводили. Мы не могли проверить, это даже и не в наших силах, проверить весь бюджет, даже если даже брать и 12, 13, 14 год, весь бюджет страны, всех бюджетополучателей, конечно, это очень сложно, и тем более в формате ревизии это делать, то есть это уже документально прийти, то есть поднять весь учет, посмотреть, и не только учет. Достаточно много документов, еще изучить законодательство, прежде чем пойти туда. То есть это формат очень огромный. Конечно, мы не можем, мы выборочно проводим, то есть там. И также это и проводится и в 2016 году. То есть такие мероприятия, вот мы завершаем этот год, также будет и отчет о проделанной работе за 2016 год. Там тоже затрагиваются периоды 15-го, возможно, есть периоды 14-го. В таком формате. Ну, если обществу, конечно, это важно, то есть в какой период, какие нарушения. Конечно, мы можем эту градацию сделать. В данном формате мы это не делали, потому что мне, как для председателя контрольной палаты и для сотрудников вообще контрольной палаты, в принципе, не важно. Самое главное, в каком это периоде. Самое главное, чтобы люди несли ответственность, за какой бы период это ни было. То есть люди должны непосредственно, те ответственные лица, которые руководили, которые вели учет, они должны непосредственно нести ответственность за те нарушения. Не более того. То есть период в любом периоде. То есть у нас же нет периода, когда можно нарушать, и нет периода, когда нельзя нарушать. То есть в любом периоде нельзя нарушать. Скажите, пожалуйста, вот эти средства, это они относятся к бюджету страны, вот, который непосредственно, да, там на налогах и на прочих доходах нашей страны, либо это все-таки финансовая помощь России? Какая там градация идет? Ну, понимаете, финансовая помощь России, она также рассматривается, то есть она тоже является средствами бюджета нашей страны. То есть она сидит в доходной части республиканского бюджета. Если в доходной части республиканского бюджета она отражается как как источник, это финансовая помощь Российской Федерации, то есть безвозмездные поступления, они являются бюджетными средствами, конечно. В любом случае, какой бы у них характер ни был, они включены в доходную часть республиканского бюджета и, соответственно, в расходной части имеют свое отражение, то есть в виде определенных работ. В данном случае, если это касается, допустим, инвестиционной программы 15-18 года, то там уже утверждены мероприятия строительные. И в каждом мероприятии есть определенное и немаленькое количество объектов. То есть, если, например, на сегодня это говорить, то, конечно же, это проходит как в формате бюджетного средства, расходования средств бюджета. Единственное, что я хотел сказать, это от себя лично, не знаю, почему, допустим, такой ажиотаж возник вокруг, допустим, немножко вот вокруг отчета о проделанной работе. В принципе, мы когда-то общались в прошлом году,
меня приглашали на ГТРК, то есть было интервью в части вот именно по Министерству экономики проведенных. То есть эти, в принципе, вопросы уже имели свое обсуждение даже в СМИ в прошлом году. То есть контрольная палата сегодня нового практически ничего не выдала. То есть в соответствии с законом контрольная палата делает отчет о проделанной работе. То есть в каждом отдельном случае, может не по всем вопросам, но они имели свое освещение в печатных изданиях, в журналах, газетах. И, соответственно, были даже пресс-конференции. Эти вопросы поднимались самими журналистами, потому что мы их выкладывали. После того, как мы их выкладывали, выдавали, соответственно, эти материалы выходили на плоскость, они обсуждались, и которое порождало эти интервью. И, конечно, контрольная палата высказывала свои предложения. То есть оно не должно было быть, это не новая информация, это уже просто объединенная, итоговая информация о проделанной работе всего лишь. Вот это я хотел бы сказать. Спасибо, благодарю вас за интервью.